благодаря вот этому каналу, это все дело. Кто стал писать негативные комментарии, держится на своей хозяйке, на хозяйке, на Марии, почему бы и не снимать ее? У меня интернет Ростелеком где-то за месяц, каждый месяц плачу 1400. Он ко мне шарик, я иду такой, слезы наворачиваются на глазах, иду, шарика нету и нету. Шарик действительно попался в капкан на зайца. Почему Серега рассветы, я уже тоже, наверное, где-то озвучивал, потому что заварил чаек, друзья. Всем приветы. Заварил чаек, зеленый чай с малиновым вареньем. Это то, что надо сейчас, вот такие зимние, такие зимние дни. За бортом у нас минус 20. И этот чай самый раз. За бортом минус 20, и, как говорится, ничего там делать не. И на коляске, ни пешком, ничего там, только мерзнуть. А мерзнуть не хочу. Сижу вот дома, и вот решил сегодня поговорить снова с вами. И тема у нас сегодня будет такая, как я пришел к такому, решению, чтобы снимать ролики, показывать ролики о своей жизни, о своей деревне. Вот. Как я пришел, так сказать, видеоблогерству такому. Вот. И немножко вот поговорим на эту тему. Вот. Чай сейчас вот. Чай вообще очень вкусный. Домашняя обстановка. И тоже предлагаю вам налить чай. Предлагаю вам тоже налить чай и вместе со мной выпить кружку чая и послушать мою беседу с вами. Вот. Конечно, получается в одну сторону, но как есть, так и есть. Вот. С чего же как бы начать? Начну с того, что в 2011 году я пересел на коляску. На коляску пересел, а до этого-то я как бы, хоть пускай с тростью, я ходил сам, ездил на своем УАЗике, и в лес ездил, и поблизости даже там охотился немножко. Вот, это уже в 2011 году. Раньше-то, как я говорю, раньше я охотился, и рыбалка не моя, конечно, к рыбалке вернемся еще попозже, но вот в основном нравилось мне охотиться, потому что и отец мой охотник, и братья тоже охотники, и дед там, и прадед, и все были охотниками. И это дело у нас это в крови было. Вот. Вернемся, так сказать, блогерству. Да. Как я все же. В 2011 году я пересел на коляску, и тоже решение такое было тяжело принимать, потому что с одной стороны вроде бы еще мог чуть-чуть ходить, но с другой стороны уже довольно-таки сильно падал. И думаю, там сломаешь что-нибудь, там шейку бедра или головой куда-нибудь ударишься, и очень неприятно будет. И все-таки я принял решение, думал я, что и внутри себя с этим решением смирился, то, что я пересяду на коляску, но оказывается нет внутри себя. Этого не произошло, и так случилось, что с 2011 года я 3 года сидел дома безвылазно. Свежий воздух через форточку только. Почему-то вот так. Мне или стеснялся, или что-то, вот такой ступор был такой.
конечно, и не выходило. А потом, в то время уже интернет у нас хороший был, интернет был хороший, как говорится, и смотрели мы уже на ютубе фильмы, и, а что там, а это раньше был плохой интернет, там, лимитный, там, скорость маленькая, а тогда уже в 2011 году, как все по-современному, как и сейчас. И смотря фильмы на ютубах, и в частности в нашей деревне, у нас в Нившере есть такой блогер. И он снимает про рыбалку, про охоту. Канал называется «На природе в Коми». И Олег. Ну, вы его, которые подписчики от него пришли, он меня рекламировал, конечно, знают. И потом я уже несколько раз сообщал, и может тоже в курсе его канала «На природе в Коми» называется канал. Я такой, я частенько смотрю его, вот этот быт избы, потому что он мне знаком. Смотрю его рыбалку не люблю, но сейчас смотрю его охоту, вернемся к рыбалке потом, попозже. И смотрю его охоту, смотрю его бродилку по лесу. У нас называется это бродилки по лесу шляться. Ну, такое слово шляться. От слова шляться, русского слова, по кому шляться. Шляться подназывается охота в лесу. Ходишь, ищешь. Не просто путики обходишь, а именно без путиков, без ничего ходишь и ищешь. Ищешь добычу. Вот. Смотрю, вот эти бродилки смотрю. Нравится мне смотреть это, потому что это все в моей памяти осталось, и очень я это люблю смотреть. И до сих пор смотрю. А в то время особенно. Прям вот завораживало. Смотрю, как он на первой избе там сено косит, рыбу ловит, сетями там, удочкой. Вот. И что-то у меня вот щелкнуло так, и... А почему бы и мне не съездить на рыбалку, почему бы и нет? Почему в детстве-то я рыбачил, а когда чуть-чуть повзрослее стал, рыбалка не моя, конечно, ну а сейчас-то почему бы и нет? Почему бы на коляске не съездить? Вот. И к тому времени у меня коляска, конечно, не очень такая была, не как сейчас, вот эта мощная коляска. Но все равно, а почему бы и нет? И вот принял это решение зимой и начал готовиться уже зимы. Все подготовил, там снасти. Ну вот благодаря вот этому каналу. Благодаря фильмам Олега. И 22 мая, по-моему, весной уже, это 22 мая, это не забуду никогда, я сидел уже на берегу речки и рыбачил. Правда, там очень маленькие ельчишки попались, маленькие плотвишка, там пескарь, что ли, попался. Но, друзья, на самый момент, что не без помощи, конечно, там дяди Вани и выехал туда, но все равно выехал. Главное начать, главный процесс. И вот и заразился я. Ну, короче, я выбрался, так сказать, из этого плена. А потом уже, как говорится, ну раз выбрался, я так стал подумать, а может мне тоже начать там снимать, может кто меня и посмотрит, может кто-то из таких же людей, как я, ограниченных физическими возможностями, тоже посмотрит и поставит себе цель перед собой выйти из этих 4 стен, хотя бы на улицу, там еще что. Может, это и есть будет целью канала. Вот. Вот так я подумал, короче говоря. И начал думать про название канала там, еще что-то.
Ну, еще надо и на что снимать. Там заказал на Алиэкспресс дешевенькую камеру, потому что, ну, дорогая есть, а тут экшн-камеру заказал. И начал снимать потихоньку, и первые видео это просто как я езжу по дороге там, вдоль речки там, на природе, потом рыбалочку поснимал немножко, и дальше пошло, и, ну, поехало там, дальше снимаю. Если честно, вот то время, чтобы там что-то монетизации включить или заработать на этих видео, вообще даже, потому что это все было далеко так, ну, для меня лично на грани, ну, фантастики такой, чтобы можно на этих видео, на этих простеньких видео что-нибудь да заработать. Вот, не было такой задачи. А была задача, чтобы посмотрели меня побольше именно в то время с ограниченными людьми и поняли, что это не приговор, как говорится, коляска, можно дальше жить и главное не унывать. Вот. И что же произошло? Произошло то, что да, действительно, там я начал выкладывать, делиться этими видео, конечно же, в социальных сетях там своих, а там друзей очень много было уже знакомых колясочников. Они, кто смотрел и понимал это все дело, кто стал писать негативные комментарии. Ну и такая тема, как вот инвалидность, инватема, это все трудно поднимаемая оказалась на ютубе. И я все-таки решил переключиться на деревенскую тему поболее. Думаю, а почему? У меня хозяйка, в принципе, все держится на своей хозяйке, на хозяйке, на Марии. Почему бы не снимать ее? Она сначала стеснялась, до сих пор она еще стесняется, если честно. Я говорю, Маша, ну дай хоть немножко поснимаю. И первое видео, по-моему, было, наверное, чай вдвоем, как мы проводим вечера. И я туда так потихоньку и тянул Машу. Ну, все равно, Маша не очень такая любительница, конечно, сниматься и сама снимать, но по возможности иногда вот наступают такие моменты, что она с удовольствием, ну, если она делает вот это, берет камеру, она снимает с душой, как говорится, ну, снимает в удовольствие себе и в удовольствие мне, и она потом еще приведет это видео на компьютер, разгрузим и смотрим, и она такая, вот это посмотри там, вот это посмотри, как у речки там было классно, посмотри, какие оводы были там у речки, вот там вечером иногда, когда, ну, действительно, ну, когда нету времени, конечно же, невозможно это делать. Ну, и как и говорил, что по большей части переключился на деревенскую тему. И деревенская тема немножко поболее стали смотреть. И вот пришло время, и там смотрю, а у меня уже там чуть-чуть осталось до монетизации там просмотров, чтобы условия выполнить. И потом уже загорелся этой темой, потому что, ну, пускай это будет любимое хобби, но и пускай мне хоть копеечку так и принесет, что тут плохого-то, нету ничего плохого. Конечно, рассказать о каких-то больших деньгах не приходится, но там за месяц, чтобы за интернет вот этот заплатить, и то хорошо. Вот. По моим просмотрам так и выходит, где-то за интернет заплачу, так и все. У меня интернет Ростелеком где-то за месяц, каждый месяц плачу 1400. Вот. Так что сейчас вот побольше снимаю об деревенской теме. Стараюсь снимать. Летом-то, конечно, вообще поболее снимаю. А сейчас зимой
по возможности, когда хорошая погода, не холодно, буду выезжать и дальше снимать, и внутри готовить, когда многие мои подписчики и зрители говорят, снимайте побольше готовку деревенской печки. Вы понимаете, друзья, сейчас вот момент такой. Деревенская печка, она, ну как, конечно же, мы топим ее каждый день. Конечно же, можно готовить на ней, но надо все время там находиться, чтобы не проморгать жар, чтобы не проморгать то, что, ну, или там, например, на целый день там засунуть и потом этого ждать. Это все, как ты это заснимешь? По возможности, да, как получится, конечно, будут еще это фильмы про деревенскую печку, готовку в деревенской печке. А так быстренько. Сейчас же еще, короче, и деревенские хозяйки, еще по-быстрому. Духовка, если что-нибудь испечь там по-быстрому. Не надо там подбирать жар печи или еще что-то, духовка, и на плите что-нибудь приготовить. Там на газовой, а у нас, в частности, электрическая. Вот. И вот так получается, что так. Ну и как и говорил раньше, я тоже там из семьи охотников, у меня отец по договору всегда промысловиком был, сейчас он, конечно, уже состарился, 89-й год уже отцу, и какая там охота. Но он был промысловиком, заключал договор, получал мелкокалиберную винтовку по тем временам, это только договорникам, промысловикам давали. И вот он охотился, он сдавал пушнину, белку там, куницу, норку, и дичь тоже, тетеревов, там рябчика, глухарей, все это он сдавал. Госпромхоз было такое предприятие у нас, вместо совхоза был Госпромхоз, вот, и все туда сдавали, вот эту пушнину, и все, и принимали, и в качестве работы оплачивалось это все дело. Сам отец работал в лесопункте, основная работа была в лесопункте, и параллельно был трудовой договор на Госпромхоз. Он работал, чтобы получать винтовку и чтобы охотиться еще. Потому что это тоже у него в крови, у него с детства это все, с дедов и прадедов это все охотники были. И внутри меня это все сидит. Внутри у меня это все сидит, поэтому я люблю такие фильмы смотреть, как у Олега. Вот. Иногда вспоминаются такие моменты с детства, конечно, в большинстве. Один раз отец, ну, он же как, он в лесопункте работал, а, как говорится, а тогда же не было пятидневки, там ничего такого не было. В субботу они тоже работали, полный рабочий день, считай. А у него, надо же и охотиться тоже, и только один день выпадал, воскресенье. И вот у него территория большая, он там за речку сходит, там капканы на зайца, на лису проверит, потом проверит вот эти морды на озерах, чтобы, ну, рыба там попалась или не попалась. И обратно возвращается, и там есть такая развилка у него была на дороге. И чтобы не приходить домой, там развилка, он поворачивал, и сразу второй путик, так сказать, зимний путик, лыжню, он обходил, там уже капкан на зайца и еще на лесу, там вот такие моменты. И он говорит мне, Сергей, говорит, вот к тому времени, вот он указал время, говорит, такому-то часу ты приди, пожалуйста, туда вот по моей лыжне, он говорит, на веранде я тебе оставлю капканы, такие, ну, самодельные здоровые капканы на зайца. И говорит, ты мне, говорит, привези. Я, говорит, а что, говорит, мне попалось за речкой, ты домой принесешь, чтобы мне не таскать. А капканы мне принесешь, чтобы тоже мне не таскать, туда-сюда не мотаться. Короче, а мне было где-то, наверное, тоже маленький еще был, наверное, лет, может, 9, может, 10, вот так было. И я такой, был у нас пес, Шарик. Ну, он тоже, у нас много шариков было.
Сейчас тоже маленький вот этот шарик. И был в то время у нас шарик такой, пес, тоже черненький такой, мощный такой пес. И я говорю, Шарик, пошли со мной. Вообще даже, ну а что, ребенок и есть. Мне-то интересно, что с собакой в лес пойти. И Шарик за мной пошел. По лыжне бежит то спереди, то сзади. И мы до развилки дошли. А там уже отец дожидается, оказывается, меня. Отец дожидается. И как увидел собаку, и начал меня там, ну, поругал конкретно, короче говоря. А я не понимаю, за что. Я говорю, Шарик-то вместе со мной обратно пойдет. Он говорит, не пойдет он говорит, капкан мой попадется, и все. Вот. Да не, я говорю, такой успокаиваю отца, я говорю, это пойдет со мной Шарик-то. И начал звать Шарика. А нет, он со своим хозяином. И не пошел он ко мне, Шарик. Я иду такой, слезы наворачиваются на глазах. Иду, Шарика нету и нету. Потом вечер уже темнеет. Потом пришел отец. Ну, говорит, Шарик, ты с тобой? Я говорю, нет, не со мной, он, наверное, за тобой пошел. Говорит, со мной его не было. Но он, говорит, капкане, значит. Вот, а сейчас ночь. Куда, говорит, потом? Все. И пошел он работать на следующее утро, в понедельник. И работал целую неделю. Шарика нету, и нету, нету, и нету. Вот. Отец говорит, наверное, точно в капкан попался. И потом уже в воскресенье, вот неделя прошла, и он пошел сразу по тому путику, ну, по той лыжне, и говорит, иду на лыжах, и говорит, там вижу, там сдалека уже вижу, там проталина такая, как яма. Шарик действительно попался в капкан. Капкан на зайца. И он лежит такой, ну, просто лежит. Собаки не дергаются, ничего. Конечно, больно это все было. Там морозы были. Короче говоря, отпустил он этого Шарика. И вот тогда он побежал оттуда, быстренько, и домой. И смотрю, через час он, жалко его так, потом вижу, он лапу вот так, ну, вперед вытянул и бежит, и бежит. Я думаю, он домой кушать бежит. А он увидел эту собачью свадьбу, вот такой Шарик был, лапу вперед и бежит вместе со всеми. И так он бегал, правда, потом вот эта культя-то, осталась культя, потому что лапа вот эта, где вот эти пальцы, да, что ногти, это все отпало, потому что это все замерзло, и это отпало, и у него вот эта сама лапа, она, ну, короче, не стала ее. Но все равно он еще жил до старости, этот Шарик, бегал, дрался с этими с собаками, также гулял, также и невесту себе находил. Молодец, он жил так вообще припеваючи потом еще. Долго-долго еще. И, ну, правда, на охоту там не брали, потому что он, ну, хромал все равно. На 3 ногах бегал, короче говоря. И не было вообще ограничений, то, что вот он жил зимой свободно всегда. Раньше ведь собаки у нас тоже еще на свободе жили зимой. Это сейчас машин много, и кто на цепи, кто в вольере держим. Вот такой случай был у нас, у меня, вернее. Потом уже понял, что нельзя собаку зимой никак. Ну, тогда еще по возрасту не понимал я этого. Вот сразу бы предупредил меня отец, что нельзя, не надо собаку потому, что потому. Вот так и так. А я даже и в мыслях не было, что он, вот этот Шарик может попасться в капкан. Вот так. Ну что, опять с вами я наболтался сегодня вдоволь. Чай у меня еще есть. Немножко остыл, правда, но малина и очень вкусно все.
зеленый чай с малиной. Вот. Ну, в принципе, рассказал, и хочу сказать, вот, спасибо Олегу, конечно, то, что вот он, ну, сподвиг, что ли, меня, а кто из зрителей, ну, например, с ограниченными возможностями посмотрел и решил выйти из своих 4 стен благодаря моим видео, в частности, первым видео, которым я чисто снимал больше на инвалидную тему. Для меня это будет приятно, если кто-то отпишется, что вот именно посмотрел мои ролики, как-то, ну, сподвигли эти ролики выйти на природу, там, выйти из 4 стен, добиться какой-нибудь реабилитационной техники, которую можно добиться законным путем бесплатно. Дорогая, но добиться можно. Есть такой плейлист у меня тоже, технические средства реабилитации, где я рассказываю это все дело. Вот. И для меня это будет очень приятно, потому что все ж таки основная цель была изначально такая, чтобы посмотрели и поняли, что ничего, эта коляска, ну, не заканчивается жизнь на этой коляске. Жизнь продолжается, надо жить. И название Серегиных рассветов, почему Серегины рассветы, я уже тоже, наверное, где-то озвучивал, потому что у меня на кухне окна выходят на восток. Летом, конечно, это все, солнце почти не заходит, и когда уже солнце будет на восток, оно будет очень высоко. И, как говорится, а вот зимой, вот я встаю где-то, зимой встаешь, там, в 7, темно еще, она начинает выходить где-то уже ближе к 9, только появляется такое красное морозное утро. А чем бы и не назвать этот канал Серегины рассветы, пускай будет так, красивое имя, и пускай будет каждый рассвет для всех, и для меня, и для моей семьи, и для зрителей моих радостным и добрым, и пускай день будет таким же положительным. Вот. Ну все, докончу я этот чай, друзья, а с вами вам я буду говорить до свидания. До свидания, до новых видео на нашем канале. На канале Серегины рассветы. Всем пока, друзья. До новых видео.